Горожанам это очень понравилось. На самом деле все возвращались к своим истокам. И вот здесь вот керамику 14 века по типологии мы нашли и поняли, что вот эта местность была обжита древними скотоводами, предками якутов. На организаторах лежит очень большая ответственность. На самом деле это, видимо, какой-то вот Ленский остров древний был. Судя по керамике, тут и 18-й есть, и 17-й. Вот где керамика находится, вот, видите, вот какой желто-красный кремешок такой красивый. Сбылись самые несбыточные мечты. Мы находимся в местности Усхатын, и, как известно, к огромному сожалению, национальный праздник Эсэх в этом году в связи с пандемией был отменен в том виде, в котором мы к нему привыкли. Поэтому сегодня вместе с краеведами Александром Дьяконовым и Егором Карповым мы прибыли в эту местность, чтобы вам рассказать, почему именно данная местность была выбрана для празднования, и окунемся в историю создания этого праздника и в историю вот этой местности в долине Туймада. Мы начинаем. Ну, надо вспомнить историю, что первые эсэхи самой древности проводились по разным частям нашего города. В основном в советское время это наши пригородные села Хатасы и Тулагина. Да. Ага, и потом, значит, после 90-х лет, вот когда в 91 году впервые был издан указ о проведении национального праздника Эсэх. Суверенные времена, когда мы стали, да, и наш городской стал проводиться на базе ипподрома Института сельского хозяйства. Ага, и горожанам это очень понравилось. На самом деле все возвращались к своим истокам, да, народным. Был большой алгез, подъем, патриотизм. Люди начали вот именно облачаться в национальные костюмы. Да, хотя и в 60-е и 70-е годы небольшие эсэхи проводились на базе парка культуры и отдыха и даже стадиона, говорит. Да. Ну, это не как годовой такой праздник, да? Да, он проводился больше как спартакиада, больше как фестиваль, да, в честь каких-то юбилейных наших праздников. И когда вот самосознание стало вот расти, наш народ начал все время писать письма, говорить по радио и телевидению, что Эсэх это большой, так скажем, праздник, и он связан, конечно же, с природой. Да. Да, и люди должны выходить на природу, а ипподром – это часть города, центр города, пыльно, очень, так скажем, болото. Да, и самое главное, что сам по себе ипподром, он не может вмещать то большое количество вот населения, которое живет в городе Якутске. Да. И народ, и молодежь очень любили вот первые вот такие, вот, так сказать, конкурсы Туярмако, Юрюнгволан и так далее. Встреча солнца. Вот, да, встреча солнца. Да, впервые тоже было проведено на ипподроме. То есть, значит, у городской культуры под руководством Ольги Михайловны был очень хороший задел, что они начали вот это все проводить, и были первые организаторы, этнографы и историки, которые мы в 1998 году, когда мэром пришел Илья Филиппович Михальчук, значит,
пришли к нему и сказали, что давайте выходить за пределы города. И начался поиск, хотя этот поиск шел уже несколько лет, и были очень хорошие тут поисковые вот работы этнографов, идеологов, историков, и было много споров, и было предложено несколько мест, в том числе и сопка Чачурмуран, значит, где в районе, значит, птицефабрики. Да. Там очень советовал, и мы туда тоже выезжали с нашим многоуважаемым Сороном Алланом. Вот, и посмотрели вот места Тулагина Кильдянского, вот наслега, и остановились вот на этой благодатной земле. Здесь были пашни, такие широкие пашни, и очень, так скажем, даже не верила, что 22 года назад, именно вот в это время как раз шли первые постройки первых СРГ, что мы 22 года, через 22 года мы с вами придем и будем вот любоваться вот нашим комплексом. Да. Вот. И постепенно мы начинали со строительства встречи Солнца, потому что этнографы и идеологи нам говорили, что обязательно 3 года надо, чтобы наш городской ИСЭХ, чтобы эта земля нас приняла, мы должны 3 года проводить именно мы должны открывать встречи Солнца. Ага. Вот. И как бы нам тяжело бы ни было, как раз эти летние дни солнце у нас встает довольно-таки рано, да. 2 часа 45, 3 часа ночи. Да, вот. Да. И мы народ собирали, и в первый же день у нас пришло не менее 5000 человек, чему мы очень удивились. Вот. Здесь от того, что было очень сухо и жарко, тут очень много пыли поднялось. Да, да. Раньше распаханное же место же было, да? Да, да, ага. То есть поэтому и пыльно действительно было первый день. Да, и очень много было таких хозяйских бытовых проблем, но с каждым годом проводились очень большие работы, и вот постепенно мы пришли к тому, что именно он стал как этнографический комплекс. Наш цех, он уже стал такой широкомасштабным, и он в себя привносит в первую очередь обрядовые и ритуальные, значит, вещи, и потому плюс еще большая программа, рассчитанная на все слои вот населения. Да, да. Ага, и тем самым мы 2 дня здесь именно показываем все образцы вот национальной нашей культуры. Нам историки, этнографы вот говорили, что именно в этой местности наш прапрадед Лей проводил свой знаменитый ИСЭХ. Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, об этом месте, чем она знаменита и как связана ранняя якутская культура, то есть кулунатасская культура, с эпохой Лея? Местность называется Урахасире. Она известна тем, что здесь когда-то жил прародитель народа Саха Лей Ботур. Здесь в начале 2000-х годов проводили раскопки и обнаружили тут, еще не зная, что тут, оказывается, местность связана с такими легендами, нашли здесь памятник археологии. В том числе керамику кулунатахской культуры, так называемой, которая именно связана вот с приходом первых предков якутов. Это 14, 15, 16 века. И вот здесь вот керамику 14 века по типологии мы нашли и поняли, что вот эта местность была обжита древними скотоводами, предками якутов еще в незапамятные времена. Хотя до этого здесь жили еще и более древние люди. Здесь на этой местности очень много остатков жилищ имеется. Мы вот тут кое-какие раскапывали в свое время. Ну, такую разведочную работу в том числе проводили. И подтвердили то, что здесь вот существовало поселение кулунатахской культуры, одно из немногих, кстати, в долине Туймада. Поэтому вот эта легенда подтверждается. Здесь, в общем, удобное такое место для жилья. Значит, якуты сюда пришли, видимо, и увидели, что местность такая вот открытая, широкая. Свою степь напоминает? Да, свою степь, историческую какую-то родину, наверное, якутскую. Да, родину, да. Каких-то вот кочевников, которые осваивали все вот эти вот территории. Да?
И вообще у якутов, они не любят в лесу жить, понимаете? У них надо вот именно открытое место, чтобы сесть на пригорке, ланхопить там. Вот это вот исконно такая вот местность как раз. Здесь красивые березы. Вот здесь было озеро большое. Сейчас от него, видите, остатки немножко. Оно высохло. А посередине него стоял булгунях классический. И этот булгунях называется Ингырдах. То есть, такое седло, седловидное, оно такое. Видно, что у него есть такое, как седло, да. Его с другой стороны посмотреть, там такая выемка вот четкая. Здесь вот эти вот все вот такие напоминающие вот лесостепь, да, вот эту сибирскую местности. Березки, лиственницы, такие рощицы красивые, озеро. Здесь пастбище, можно разводить лошадей. Видите, вот до сих пор там лошади, коровы, вот все пасется. Как... Да, вся вот эта картинка радует глаз якута, как говорится. Да, представление его, это идиллическое место, считаем. Поэтому здесь они вот поселились и, собственно, обосновались. Поэтому вот то, что Светлана Степановна Борисова, да, вот мы вместе вот эту книгу с ней составляли, да, здесь по этим местам ездили, да, значит, она, вот собрала сведения у своего отца, он тут местный человек, да, из Тулагина-Кильдямцев. Она вот эти вот, как называется, какая местность и какие легенды с этим связаны, вот собрала, да. Основная наша работа была, да, я показывал ей вот, какие у нас тут археологические памятники. Она говорила, у нас здесь местность связана с такой-то легендой. И во многом это все совпало. Например, вот эта вот местность Ураха полностью точно, вот это все археологический памятник. Археологическое и легендарное здесь сплавляется вместе. Да, с легендой прямо один в один. Причем вот в долине Туймада известно 3 поселения с кулонтахской керамикой, и это одно из них. У нас есть совет по СЭХу, был в то время очень сильный, потому что у всех была, начальная стадия работы. Это, конечно же, наши известные ученые Анатолий Игнатьевич Алексеев, Розалия Иннокентьевна Бравина, Ульяна Алексеевна Винокурова и наш многолетний автор концепции проведения праздника Юсхатын. В Юсхатыне Сэх Туймада это доктор исторических наук Екатерина Назаровна Романова. У нее тоже есть свой коллектив. И вот эти люди, и, конечно же, одними из сподвижников это, конечно, наш уважаемый Вильям Федорович Яковлев. Он очень известный этнограф, специалист по серге и по многим традиционным якутским нашим обрядовым деревянным скульптурам, по деревянному зодчеству. И, конечно же, у нас есть и вот наши сподвижники, это люди, которые всю жизнь работают с скульптурой, это Надежда Семеновна Толбонова и многие-многие другие. И получается, что и в старые времена были именно такие обряды, которые сейчас проводятся, да? То есть обряд Алгыс, он проводился, например, 100 лет назад тоже по таким же канонам или как? Афанасий Семенович Федоров, очень большой специалист по организации Алгыса и человек, который сам проводит Алгыс, и плюс еще он проводит, самым первым начал обряд проведения поклонения Солнцу, серия Тома, и он, конечно же, очень много нам рассказывал, что есть каноны, есть специальные каноны, специалисты вам больше расскажут, а мы, как организаторы, мы должны все соблюсти, чтобы на организаторах лежит очень большая такая духовная и ответственность, вплоть до, если мы что-то не так сделаем, не так подготовим алгыщита и даже не соблюдем какие-то нормы, может быть, подготовки чисто хозяйственные, бытовые, от этого очень много зависит. Сам ритуал, можете сказать, да? Да. Аркудук Черчимас, он был построен в 2012 году по эскизу
Вильяма Федоровича Яковлева, да, символизирует тоже три вот наших вот мира. Вот. Искут. Люди любят вот сюда подходить. И одним из первых вот таких вот ритуальных объектов, вот начиная от моста, когда они пешочками идут к Алтан-Серге и к открытию, они проходят и получают благословление, и чистыми входят, потому что, так скажем, на место проведения сеха человек должен с чистой душой, с чистыми помыслами отбросить все плохое и вступить вот на эту зеленую землю. И проходит вот сюда вот арку Черчимас, а потом здесь есть вот арка 99 Серге, где мы привязываем вот наших лошадушек, и они тоже приветствуют, и таким образом человек приходит вот на это место совершенно чистый и равновесие в духовном, в физическом, и получает благословление вот всех божеств. Да. Вот таким образом у нас вот за эти 22 года с одного только ритуального местности Тюгюльга, как встреча солнца, мы разрослись, и сегодня целый город, в котором еще плюс, кроме ритуальных вот наших объектов, здесь насчитано больше 150 ритуальных, это Серге, большие, маленькие, вот. И плюс еще у нас 250 построек предприятий и землячеств. Разрастается с каждым годом, получается. Считается, так сказать, очень знаковым, если предприятие имеет свое хозяйство еще на Юсхатыне. Дело престижа уже получается. Вильям Федорович, bu gün көрсөтүн тугунун эйтим барам министр бина аналог астрономический мерайда энер бада оңор өтөр маннага оңор өтөр алтыны капсенда. Так, күнүкө сүйөттөн билен турар бу хүлбек кечигила. Күн турбут биремете, күн турбут биреметер боллагана ол биремега биге өбүгөлөр бет бу хайылдар оттодойдуга болгон сору бу кемдере жанаттылар. Онун боллагана бу илин жеккеттен кайханнар да күн оробуна күн такарсаддан атын. Олата хүлбе кечигилага баштагы хардаңа таксыта олата 2 час 15 минуттага баштагы саргы түһән бу айы беләһегә түһәр. Айы беләһегә бу үтү чолганда. Бу айы беләһегә бу үтү колымтан. Үтү колымтан ол келен сардаңа түһәтин кетте. Ол сардаңа робуна баштагы туыттан ол каягастан онтан үтүк багактан онтан бу манна келен. Аны бу ровно чөпчүк бу точката бу келен. Иши кайнысханнан да ол кертес бүтүн кеннеттен лотчаны үтүгө тумаяр ол умайдагана болгана жа ичинелдан туактан жа бүде туактан алгысеттер онна ата кепитетта туактан бар жан келендер мана жа сула турандар онтан ичиландар күсландар туакта энергияландар ол кеннеттен бола иши хасчат да болар онтан күнүс онна ол кеннеттен хамай бир улахан церемония сиеттон бу хитнан боланы бу охуакай болар. Охуакай боланы төгүрүшчүк күн тула баштан жактылар саглаандар эргия баралдар. Онтан ирин жекетен хагас болан онтан жандар кирелдер. Болар. Жонта тула эргияндар тула охуакайдандар да туак болар. Биле үйә көтү сиератома болар да. Олар табалар күнү кытта бесбитке бик таккан үйә таккан. Баштан олар таба күн саддаңа тыландар онтан күсләннәр үйә эргияндар бары күн жандар бар давай алдар. Ол кенеттен де күмүш хите болар. Күмүш хитер болганда ам баштан болганда бу арбагак анжылдар. Арбагак болганда бу алкудук чечмас жаналта олонко коюлдар бу ширкине үстө дүнү колбан турар алдара орта үйөдө дүнү колбан турар бу жалалдыга болар. Багак сергеден. Ол багак бу сергете болганда бияны иден өттү бүтүгөр замы үйө серге кырдалга туракта. Ол тула болдағына ағыз сәрге балдық тұруқтақ, ол ағыз сәрге балдан үтік аттар байылдықтақтыр, оты тоқсуға болдағына бәйті арбақ болар. Ол тоқсуға болдағына
ол 9 айындар ол үрің артайымны бағдықтақ дәрендер үйәе бұл ар бағыннигерде келендер тоқтақтар. Ол ehen ол тоқтыр күндерге жа хәпті бәхендерендер болағына бұл бейге бүгедер бет жа алғы салғандар бұл бар жандар ортады жылдар ити bu işgəş kələn, üynü kələn, törüyək əlbətən, bu üçgə yola qaldan jandarda üngən sükdən kinitten kördəhəllər. Bu ola hatta yol kördəhənlər boldağınaca, ammastan boldağına bu yuhayınattan kördəhənlər kımış itterədlər. O ayak çoran jem var bolar, bu ıtık ammastan ıtık bağaq jem var. Ol bağaqqa boldağına Kastağını seri hiti bayallar, seri hit kabalarını onunca yuhayınlar bollağını bir algıs, tuğtanlar bir algıstan bütün genitten algısta hakkımı hiti herhalder. O köyle ayak çorağına tüspütün genitten ol ondan bollağını bu algısçı tılan şiirt toğmanğıran ağabahlık gibiler. Ol ağabahlık hüyağı teriyatçı bu ağabahlık bollağını bu ıgıcıtları baştan ıtıkı cağış gibiyen cekeriyenler günü kotomanlık varta ol bir çırağından ihenler kımıştan ja doktorlar onda bolan olkan ja öte kamıyak jem var bolacak. Öte kamıyak bolan bu 3 manlık uyalaq bolar, 10 kildlaq bolar. O kamıyağından olan ilitin ihinen ja bu şiriz oydunu oraya kaydak jara koydur ot içlerinde ahatar. Aha siyemse bütün ol ahatan ühan üstüqtan kımış uygunu ühan bu olattan ja bu yaqtana atıran keler. Ondan ondan bilden turur bu yaqput jahagay tünnaq jahagay tuaqtaq bolan ki ha bütün üstten ja at sürüyte bolar ja. Ja jahagay gösügürü jahagay tuaqtağın ulahan jahagay tuaqtağın içinde ol hem bolana bu salamanyanlar çeşeranyanlar desinde al siyan namur kanattık ongrallar. Jol artığından kirenler oluyor, ilinceki kayhanlar, jol yuhayınlar kızaksallar. Onda ol ürün ayı olugar jöhögöy toyangaca sılgı içittiger, sılgı tuğar Tanrıtıgar canına üngənlər süktenler bu sılgı yaşkayaten, kulun yaşkayaten, kımış yaşkayaten, uyku buyan boldan jana üngənlər süktenler. Ondan hek tuğunan kandı olan kalarga koyuldu bu tari? Kas bide olan kalarga hek tuğunan baratigar kavullar. Tağacı var olan kavulda hek kayanna var. Olan kavulda dağına bu akuduk mas var. Olan kavulda dağın bu ortada tuğunan aldıra dünyada kaydıkta butun kandıkta olan kavaratigar kavullar. Kalor nürgün basırga dağına baratigar var. Sebab. Omogoy onda elle tuğunan ühiyen var diye. Onda omogoy bulana omogoy teribadak kihiyen bolar buladi. Elle mangnaga ıhakçıt kihi bulani dem bolan takar buladi. Ho ne dem bu atak istoriyana şöydegatan verattakası bilden turar omogoy onu elle dem bolana sünne istoriya bu batak sünne bu legendattan taksibettu. Ona legendan gen legenda elbette kesinde tuaqtınar ondan bolan bege bu sakallar terörist şirbet bolana bu keli omuk bu batakbet bege bu manda hamay tördübet yaşkaybet o keli canlar keli şürenler kelenler bu aras kulturana ver şühi titerebilen sılgi titerebilen yantan kulturabet tuaqtan içinden barta bilen ona aras omuk kelen bege bitigaddan tuqbitigaddan bartigadda ebilen içinde olaqput şürene tuqtan sana keli tuğunan ühiyen bolar de. Sana keli bu atandı. Vatan hamay hüyem muhitine tahamay şugas bu çakçı etadlarından bollarca bu köyleye konutugar üst katına elde kelen yaktabıda cennetten hüyenge var. Bir onu tutuhabıt. Ondan arkeolojik kakıdan bu hilge elbek artefaktlar kastıbitleri yaktir terinden mallar. Mallar. Kas hem ne adı ol bollarına tuaktar. O da bu manna kastağına sulayda arkeolojik körskök var. Tüyet bir sulayda niyet padeli sağına tabaktır. O da kendike bolanı bu direvine genelata tuak etnin repütasyonu sağnağı ol elde hağanağıdan bolana tuaqa. Ulan behesüyetten manlık tuakturunluk artefaktlar baldır kastıbitleri. Ol bihane da kastır. Здесь, видите, вот почва-то она была вот на таком уровне.
примерно вот. Ну, да. Ее машинами ежегодно раз, и весь слой наружу тут культурный, понимаете? Вот какая-то металлический. Ну, это может и позднее что-то. А так... Да, прямо. Мы можем сейчас найти что-нибудь. Да вот мы, я говорю, вот лежат, вот, пожалуйста, вот отщеп. Видите, классический отщеп. У него вот ударная площадочка, бугорок, все дела. Вот эти тоже отщепы. Кремневые. Этот кремень, он здесь не встречается. Его древние люди принесли с собой. Вот это отходы производства каменного. Значит, дебитаж так называемый. Ну, например, нож надо сделать, берут болванку, ее обтачивают. Это вот осколки такие получаются. Рабочее лезвие с собой уносит, получается, да? Вот, пожалуйста, вот лежит. Ну, а да, орудие само уносит. А это отходы производства. Вот, вот они лежат. Ну, мы вот так по дорогам обычно ходим, нарушены участки почвы. И потом сама по себе геоморфологическая вот ситуация, да? То есть здесь видно, ага, вот озеро, рядом вода, возвышенное место. Это, ну, сразу наталкивает. Люди Опа, да. такое место. Это и с древности, и всегда. В общем, человек такое место выбирает. Даже иногда такой, о, я бы здесь жил, и там надо копать, и что-то можно найти. Ну и вот здесь вот, я говорю, культурный слой, он вот до края вот этого кырдала тянется. На самом деле это, видимо, какой-то вот Ленский остров древний был в древности, да? Тут же вода была везде. Здесь вот, видимо, протока текла какая-то, или что-то такое старичное, да? Ну это я говорю про древность, там, 3000 лет назад. Потому что когда Илей пришел, тут уже такая же ситуация, как сейчас была. Похожая, примерно нынешняя, да? Она такая и была уже, да. А вот 1000 лет назад здесь совсем другая обстановка, конечно, была. И ну, люди облюбовали эту местность 1000 лет. И психология у людей, она как бы не меняется почти. Ну, они вот как любили вот такое место, так и жили все время. Вот здесь... Сменялись разные культуры, но люди жили... Видите, вот какой желто-красный кремешок такой красивый. Да, прямо. Красивый. Они вот эстетически такие еще бывают, это очень приятные на ощупь, да. Цвет у них такой там, у кремней. Да. Человек любит просто глазом, да, как бы. А здесь, ну вот одна часть жилищ, значит, древняя, вот здесь стояла. А сейчас мы вот пойдем там, где, ну, более позднее, видимо, но там целый поселок был, я так понимаю. Значит, мы там и раскопки проводили в начале 2000-х годов. Любили, витаминчики на зиму надо было. И они вот здесь в погребе хранили это дело. То есть это здесь раньше стояла постройка? Это да, с этим, с булусом как бы. Это 19 век? Ну это более поздний, скорее всего. Да. Но судя по керамике, тут и 18 есть, и 17-й. Вот где керамика находится, вот она, видите, фрагмент якутской керамики. Ну, это толстостенка, она и 19-го может быть. Они в 19 веке тоже обжигали, да? В 19-м было, да. Вот, например, вот это не керамика, это от камелька. Видите, глина, но она такая обожженная. Обожглась. Да. Но она такая бесформенная, это вот камелек делали. То есть не кирпичами, да, а вот, ну вот здесь видно сразу вот, например, планиграфию этого поселения можно. Вот здесь хозяйственная постройка, вот стояла, вот она. А балаган, видимо, вот тут стоял. Видите, вот обваловка какая-то вот присутствует. Это от него, видимо, чик, упали вот эти столбы-то они, сгнили, а вот обваловка вот земляная осталась. Остается, такая прямоугольная, как бы, что ли. То есть тут достаточно большое строение, что ли, стояло? Тут большой балаган вот стоял, вот явно. Ну она еще и с хлебом же как бы соединенная была. Да, а вот здесь что-то, какие-то хозяйственные дела. Да, как бы. Ампары, да. Вот эти еврашки, они любят вот такую местность. Вот смотрите, стратиграфия, да? Видите, вот какая-то обожженность. Вот какой-то гумусированный слой, да? Вот здесь вот чик. Кости какие-то. Это вот чем питались наши предки. Вот, пожалуйста, вот венчик керамики вот лежит. Вот край.
Он такой изогнутый в профиль. Ну да, это явно из горшка, да, что-то. Ну да. Ну вот тоже какие-то кусочки. Это кость. Обожженная, черная, видите, вот. Не, ну это да, это может и 20, а вот керамика это точно, это все древность. Вот более тонкая стенка. Керамика, она вообще этот такой искусственный материал, он в природе не встречается. Вот зубы животных, вот венчик тоже, видите. Ну, я не трогаю это, пусть лежит. Потом, если это изучать, вот видите, от котла железный котел был, вот, видали? Это уже железный котелок. Ну это покупной, наверное, Ну получается. это да, это, наверное. А вот тот керамика, видите, венчик. Это не кость, а да. Это венчик, вот он. Значит, горшок вот примерно вот такой. Улахан көс, это по-якутски называлось. Улахан көс, такой здоровый горшок, толстый. Вот у него в составе видно примеси. Это шамот. Значит, эти древние, они, ну, как предки, обычно вот там Подгорбунский такой был этнограф, он записал, как эти горшечницы якутские, обычно старые бабушки занимались, да? И они, вот когда горшок ломался, они его не выбрасывали, а складывали куда-то в корзинку, да? А потом дробили их, короче, и добавляли в новое тесто. В тесто? Да, в глину, в новую глину замешивали, это шамот. Откуда они знали, вот, что шамот это такая классная добавка к керамике, да? А я считаю, что это очень древнее производство, которое с неолита еще. Сперва люди, они даже не из технологических соображений добавляли шамот. А мне кажется, они ассоциировали керамику с моделью человека вообще. То есть даже на уровне бытовой лексики, вот мы говорим, там у Чорона ножки, там ручка, да? Ручка, ножка, горлышко, вот это, да? Горлышко, тулово, там сосуда, да? Туловище, горло, ручки, ножки. Это модель человека, в общем. То есть такой микро этот, да? Ну и, соответственно, добавление шамота это подразумевало бессмертие вот этого вещи. Ну, то есть погребение... Даже если горшок, он ломался, он не умирал, он продолжал жить в другом горшке. Перерождался, да. Видите, как это все? Не просто так. Ну и вот тут, видите, вон керамики сколько лежит. Керамика, остеология. Тут это, по идее, все изучать можно, но это нужно даже изучать потом. Ну, это надо, чтобы человек с научной темой вот пришел. Не просто так это собрать, а взял конкретно тут планиграфию жилищ. Вот, видите, вот явно стоял балаган тоже, да? Такие ритуалы, Здесь. типа Чорона и прочего эллеевских времен есть какие-то? И в погребениях даже бывает, да, деревянные чуроны. Деревянные чороны? Да, бывает, ага. Семир, там, ковши какие-то именно ритуальные, такие тоже встречаются, да, получается? Ну, редко, потому что дерево, оно вот в почве, оно портится быстро. Оно исчезает. Да, оно разлагается. А в погребениях, там условия мерзлоты, например, там могут сохраниться вполне себе. Вот видите, вот от постройки еще даже этот какой-то столб не упал. Вот тут видите, сколько этих ям. Ну да, видно, что... Вот здесь вот балаган стоял, вот прямо идеально видно его эту форму, даже можно понять. Ну да, квадрат. Видите, она. То есть вот это жилище, по идее, археологи должны прийти полностью выкопать. Тут все, каждую находку отметить. Где тут стоял камелек, там, туда-сюда. Это вот на каждом якутском поселении обычно вот такие ямы встречаются. Я хочу обратить внимание. Вот это вот, так скажем, современные люди за своей наживой, значит, они отсюда брали перегной. Это я вот сам лично наблюдал. Подъезжает маленький грузовичок, два мужичка с лопатами выходят, собирают культурный слой. Он здесь обогащен этим перегноем, навозом. Там, да, жили. Естественно. И вот это вот все разрушенная вот территория археологического памятника.
Они не разбирают там, что там, все это скидывают в грузовик И в огород. и продают. Они, главное, продают это Не для себя только. не для себя, да. Но плодородный вот этот слой они собирали. Ну, это безобразие, я считаю, конечно. Тут, понимаешь, вот даже лопату просто воткнуть нельзя археологу, да, без открытого листа. А вот эти приходят, ну, какие там разрешения, они вон Взяли и сразу целый раскоп тут устроили. Вот керамика. Значит, ну и вот, Значит, Илья мог жить здесь и радоваться жизни, да? да, когда-то он пришел, облюбовал эту местность, Понравилось место, да? да, ему напомнило, наверное, его прибайкальскую малую родину. Да, это вот исторические предания, рассказы якутов, вот есть 60-го года, двухтомник, там Эргиз. Ксенофонтова? Нет, это Эргиз, да? И Ксенофонтова Илиада. Да. Там обозначены и Келлем, и, по-моему, где-то и Ураха есть там, значит, Барбала, упоминается. Там Ойбесь, вот там местность Ой, есть, да. точно, ага, да. Ну, Ойбесь есть и вот и по южу, где Хатасы, там чуть дальше, да, между Табугой и Хатасы. И здесь тоже Ойбесь есть. Здесь еще есть два интересных места, это Хара-Булгунях, Урюм-Булгунях. Два булгуняха. Оказывается, тут по преданиям два шамана ну, между собой враждовали. Конфликтовали. Да, один черный был и другой белый, да, значит, шаман. Они причем один издалека пришел, и вот каждому из них там как бы вот этот булгунях принадлежит. Курган, Да. получается, что ли? Тоже там очень мощное озеро есть, вот чуть дальше, вот где радиостанция. И там булгунях прямо на середине озера, здоровый такой. Он черный сейчас такой какой-то. А Урюм булгунях, он вот с этой стороны где-то чуть-чуть. И он светлее, действительно? Он такой действительно какой-то такой светлых тонов. Такой. И там тоже археология очень много есть. Значит, вообще такие места. Хочется вот что сказать, да? Вот это вот у нас безудержное пошло, да, застройка местности, вот это, да. Как-то вот надо это вот. Вот для чего молодец вот Светлана Степановна, да, она собрала эти сведения, успела как бы, пока тут еще не заняли частными участками. Вот представляете, вот Сатал, да, это же целый уже там поселок какого-то, да, городок целый, да. И такое же здесь могло да. построить. Ну, красивое место. Но, смотрите, мне вот лично хочется, чтобы мои там потомки, внуки увидели вот этот первозданный ландшафт, который увидели мои предки когда-то, да? Мы видим, Да, который мы вот сейчас видим благодаря нашим предкам. Вот эти вот широкие равнины, такие вот березовые рощицы, вот все, что вот радует вот наше сердце, да, и вот это вот хочется, чтобы сохранилось, понимаете, в таком в своем первозданном виде. Это как заповедник такой должен быть. Да. А если тут понаставят заборов, вот ничего не увидишь, одни вот эти цветные заборы вот всякие вот такие. Пусть, ладно, они строятся, но в каких-то определенных местах, где нет вот ни археологии, ничего. А вот такие островки надо сохранить. Мы, Егор, находимся, так скажем, на самой высокой точке вот нашего комплекса. Ага, и когда был выбор местности, здесь все было, как говорила, пустынно. Здесь цветочки мелкие такие же были. Ага, и это было как раз ровно 31 мая 1998 года вышло распоряжение главы Михальчука о проведении цеха уже на местности Юсхатын. А этот Алтан Серге, он был построен именно на встрече тысячелетий в 2000 году, вот когда стык веков, и решили, что по Аланхо везде в описаниях есть Алтан Серге, и вот наши, так скажем, скульпторы, мастера, Семен Прокопьев и его бригада вот здесь сделала. Это делалось у нас тогда в Жатае был вот такой большой кузня была, и вот они там это все это делали. Из 2000 года вот уже 20 лет это Сергей встречает. Здесь считается, что является как бы объектом очищения, обновления и так далее. И люди приходят даже с какими-то
мыслями, с пожеланиями. И есть даже у нас очень хорошие, так скажем, воспоминания иностранцев и наших горожан, у которых сбылись самые несбыточные мечты. У кого-то родились дети, у кого-то пошла карьера хорошо, да, и они говорят, что это именно от того, что они, значит, загадывали желание, да, именно у Алтан Сергея.